Птушыны грып усё бліжэй і бліжэй набліжаецца і да нас. Ужо больш 30 краін унесены ў чорны спіс. Зусім скора пачнецца вялікая міграцыя птушак. Чым жа гэта можа пагражаць Могілёўшчыне? Пытанне хвалюе не толькі тэлевізійную ды газетную аўдыторыю. Птушынае здароўе прымушае гаварыць о сабе і на ўладным узроўні. В республике и в области проведена большая работа по профилактике незаноса этого заболевания на наши промышленные птицеводческие предприятия, а также к хозяйству граждан. Достаточно сказать то, что было проведено только с августа по январь 4 семинар совещаний по этой проблеме с участием главных ветеринарных врачей районов, с участием руководителей птицеводческих предприятий, а также ветеринарной службы птицеводческих предприятий. Для самих громадян гэтая праблема уяўляецца больш віртуальнай, чым рэальнай. Страху ў вачах не відаць, але ўжо задумаліся. Запретят курей есть, значит не будем есть. Не запретят, будем есть. А что сделаешь? Так и жизнь такая. Я такого не знаю. Только по телевизору видел. Ну и все, только слухи. Ну, у нас там плавают на Доброенке птицы, как только они заразились. Это же красиво. Боюсь немножко. Но, надеюсь, у нас не коснется, а пролетит мимо. Но все-таки думаю, что меры предосторожности необходимо какие-то предпринять. Праблемы могуць з'явіцца, калі вызваліцца ад льда вадаёмы. Вялікая колькасць двухкрылых вернецца з зімоўкі. Могілёў птушкі не надта облюбовали, однако и сярод тых могут быть хворые. Я думаю, что наши птицеводческие предприятия практически готовы к тому, чтобы не допустить заноса этого возбудителя на территории предприятий. Что касается граждан, принято решение о том, чтобы граждане нашей области, граждане республики, которые имеют на частном подворье птицу, с 1 марта не выпускали ее за пределы собственного двора. Аднак праверым самі, наколькі наши сядзібы готовы. Ды заглянем на першы падворак, што трапіўся. Это вот сейчас я пришла брикета, так, и это сама выпустила их, а так еще уже в сарай. Вот 3 курочки, боже, деточка, я одна живу. Не надо мне много этих курей, ничего. Я их, дочка говорит, посячет их к черту, да и все. Спадаемся, што да такіх кардынальных мер справа не дойдзе. Але ж птушкі ўсё ж істоты непадкантрольныя. Таму будьте уважливы. Обращаюсь ко всем гражданам области проявить гражданское сознание и принять безоговорочно те меры, о которых я говорил выше. То есть не выпускайте из личных подворий птицу для того, чтобы исключить контакт с дикой водоплавающей. И я думаю, эта беда нас минет.